Автоматы в школах Башкортостана – это крутая идея, продиктованная временем, или зло, портящее наше здоровье? Где правда и как ее достать? Проведем собственное расследование. Например, в технологичной Японии огромное разнообразие торговых автоматов, и подчас в них продаются совершенно неожиданные вещи. В автоматах продаются соки, супы, очищенные и нарезанные свежие яблоки, мороженое и сладости. Есть автоматы, где продается лапша быстрого приготовления, а внутри автомата заливается кипяток, и через 3 минуты она готова к употреблению. Пока таким мы не можем похвастаться. Наши автоматы умеют выдавать преимущественно только шоколадки и газировку. Так надо ли их ставить в школах? Автоматы в школах – это очень продвинутая идея. Иногда на уроках хочется чего-нибудь сладенького, а в столовой этого не продают. Очень крутая идея, но это потому что кто-то хочет быстрее купить, что-то поесть, перекусить. Мне кажется, что автоматы с едой в школе нужны, но еда должна быть правильной. Лично для меня это будет очень удобно, но не очень удобно для первоклассников и вообще для младшей школы. Потому что они маленькие, они не могут себя контролировать и будут очень много есть сладкого. Не очень хорошо, потому что, по моему мнению, все школьники будут на протяжении учебного дня кушать только сладости и пить газировку, что не очень хорошо. В Министерстве образования высказали такую мысль, что наличие торговых автоматов в образовательных организациях считается недопустимым, так как это перебивает аппетит у детей и приводит к снижению охвата здоровым горячим питанием. С этого года много сил приложено, чтобы обеспечить наших школьников вкусной и полезной едой в стенах школы. Мой коллега Никита во время второго форума школьного образования «Взлетай» задался вопросом о том, что, а главное, как едят в школах. Что самое вкусное у тебя бывает в столовой? Мне больше всего нравятся, наверное, котлеты и макароны. Блинчики, борщ. У меня самое вкусное в столовой – это булочки с сахаром. На втором форуме школьного образования «Взлетай» обсуждаются самые актуальные вопросы сохранения и улучшения здоровья подрастающего поколения, создания психологически комфортной среды для обучения и воспитания нас. Сейчас единые стандарты организации питания разосланы во все города и села Башкортостана. Эти строгие правила должны быть применены на местах. И по идее суп в любой уфимской школе и в школе села Старая Субхангулова должны быть абсолютно идентичными. Разработано 20-дневное меню, в котором блюда не повторяются, поэтому необходимость установки подобных чудо-машин не должна возникать. Как вы относитесь к реформе школьного питания? Вопросов там много. Я думаю, что все движения только к лучшему. Лично моя дочка никогда не жалуется, с каждым разом только лучше впечатления. И как моя дочка капризная по поводу питания, но она довольна. Установка автоматов с едой будет приветствоваться лишь в том случае, когда их содержимое в корне поменяется с калорийных шоколадок на полезные лакомства – фрукты, йогурты, творожки и прочее. Но пока операторы торговых автоматов не готовы менять в корне в свой ассортимент. Говорят, что им экономически невыгоден такой переход. Ты то, что ты ешь. А чем вы себя кормите? Калорийность и энергетическая ценность продуктов крайне важна. Молодой организм тратит много сил и энергии в процессе умственных и физических нагрузок. Грамотное питание обеспечит вас энергией для учебы и крепкого здоровья, а вредные продукты, наоборот, могут ухудшить состояние. Настя Бурмистрова, Дан Хамитов, специально для ГР Новостей.